Добрый день, уважаемые коллеги! Вас приветствует Коми Республиканский институт развития образования. Мы сегодня в онлайн-формате проводим очную встречу с участниками, победителями и призерами первого республиканского конкурса методических разработок «Календарь образовательных событий». Коллеги, сегодня к нам подключились все 20 муниципальных образований Республики Коми. Сейчас идет на сайте нашего института прямая трансляция презентации лучших работ наших участников. И вы сегодня, коллеги, можете видеть наших победителей и призеров, которые сегодня с нами именно в онлайн-формате будут вместе и радоваться, и представлять свои методические разработки. Уважаемые коллеги, конечно, начну со слов благодарности. Мы сегодня понимаем, что система воспитания – это приоритетная задача, которая направлена, конечно же, на формирование гражданской самоидентичности. Мы сегодня осознаем, что наши классные руководители включены в систему воспитания именно как в систему, которая решает очень важные государственные задачи. И сегодня, уважаемые коллеги, в Республике Коми сформирована система сопровождения наших классных руководителей и педагогов, а это все педагоги, которые включены в систему воспитания. У нас была непростая задача, мы с ней справились, благодаря вам, уважаемые коллеги. У нас сформирован портал для классных руководителей. И, конечно, на портале должны быть представлены наши лучшие практики. Календарь образовательных событий, он имеет свою идеологию. Но именно благодаря вам мы сегодня понимаем, что ваша профессиональная инициатива, ваш подход к формированию именно сценариев, классных часов позволяет нам еще раз осознать, что мы вместе с вами, работая, функционируем в едином воспитательном пространстве. Поэтому, коллеги, понимая, что задачи конкурса решены, а это именно выявление лучших методических разработок, которые посвящены образовательным событиям, приуроченным государственным и национальным праздникам, памятным датам, событиям истории и культуры Российской Федерации и Республики Коми, сегодня мы должны их представить. Что важно, уважаемые коллеги, я хочу напомнить, у нас было много номинаций. И, конечно, в первой номинации тематические классные часы. У нас было 3 возрастные группы. А вторая номинация – это тематические классные часы, уже которые посвящены памятным датам, событиям истории и культуры Российской Федерации Республики Коми. У нас тоже было 3 возрастные категории. И, коллеги, мы именно решили таким образом, благодаря нашему экспертному жюри, что сегодня еще не знают коллеги, кто является победителем, призерами, но мы пригласили всех, кто уже вошел в число победителей и призеров. И вы будете, коллеги, представлять нам лучшие практики. 79 методических разработок было представлено. Коллеги, мы благодарим, конечно, команды Воркуты, команда Сыктывкара. Воркута представила 11 заявок, Сыктывкар 15. И, конечно, мы рады, что коллеги из Вуктыла, из Инты, из Усинска, Ухты, Ижемского района, Кнешпогосского, Кайгородского, Картировского района, Печоры, Прилузского района, Сосногорского, Сыктывдинского района, Удырского, Усть-Вымского, Усть-Куломского, Усть-Цилимского и Троицко-Печорского сегодня вместе с нами и готовы делиться с нашим профессиональным сообществом со своими практиками. Итак, коллеги, начинается презентация лучших методических разработок. Важно, что все ваши разработки, которые вошли в число победителей и призеров, будут опубликованы на официальном портале для классных руководителей.
Мы считаем, что это очень важно. Именно ваши авторские разработки, коллеги, начиная с завтрашнего дня, будут являться основанием для построения работы многих наших педагогов. Поэтому важно, чтобы мы и в дальнейшем, коллеги, выстраивали наш профессиональный диалог. Мы будем надеяться, что вы примете участие, конечно, хорошо вам известных республиканских семинаров для классных руководителей. Мы очень надеемся, что и в мероприятиях, в событиях, которые в системе воспитания играют важную роль, вы будете для нас, уважаемые коллеги, очень активными участниками. Итак, самое, конечно, сейчас важное, мы будем работать по сценарию. Модератором данной презентации будет являться Анастасия Николаевна Игнатьева. Коллеги, я прошу вместе работать для того, чтобы мы в онлайн-режиме действительно очень успешно провели презентацию лучших методических разработок. Итак, команда организаций. Наши участники сегодня с нами. Коллеги, кто к нам подключится офлайн, хочу к вам обратиться, что сейчас коллеги могут вопросы задавать и в прямом эфире. Если вы будете смотреть уже после того, как мы завершим нашу презентацию, задавайте вопросы. У нас есть такая возможность на сайте, мы обязательно будем на них отвечать. Итак, коллеги, конкурс завершился. У нас есть победители-призеры, у нас есть лучшие практики. И я передаю слово Анастасии Николаевне для того, чтобы начать работать, начать именно самое важное для нас сейчас, это и поздравление, представление лучших практик. Коллеги, спасибо за профессиональную инициативу, за ваш труд. Спасибо, Галина Владимировна, за такие теплые слова и поздравления. Я думаю, что нашим коллегам очень приятно, что они сегодня вместе с нами к нам присоединились и будут представлять свои практики. Не у всех коллег, конечно, получилось присоединиться к нам, но те, кому удалось, лично представят свои практики и расскажут о той обратной связи, которую они получили от обучающихся, от их подшефных, так как классный руководитель, уже говорилось не раз, это вторая мама для ребят в классе. Спасибо огромное. Уважаемые коллеги, я очень рада, что мы в Коми Республиканском институте развития образования организовали такой портал, организовали такой конкурс. Есть очень много положительных отзывов о том, насколько полезно содержание методического портала «Календарь образовательных событий». И сегодня мы подводим итоги первого конкурса методических разработок «Календарь образовательных событий», который дал старт наполнению именно регионального нашего методического портала. Ну что ж, начнем мы, конечно же, с первой номинации. Как вы знаете, для всех участников уже известно, что таких номинаций было 2. И они были разделены по возрастным категориям. Первая номинация, в нее входили тематические классные часы, посвященные образовательным событиям, приуроченным государственным и национальным праздникам Российской Федерации. Первая, получается, возрастной категория для обучающихся 1-4 классов. Вторая возрастной категория для обучающихся 5-9 классов и 3-я возрастная категория для обучающихся 10-11 классов. Таким образом, у нас образовались 3 места в 3 возрастных категориях в первой номинации. Вторая номинация звучит следующим образом. Тематические классные часы, посвященные памятным датам, событиям истории и культуры Российской Федерации, Республики Коми, также по 3 возрастным категориям, которые соответствуют уровням образования. Начальное общее образование, получается, общее образование и среднее общее образование для ребят-старшеклассников. В состав экспертного совета конкурса входили специалисты Коми Республиканского института развития образования, председатели Республиканского методического объединения, победители Республиканского конкурса профессионального мастерства «Классный».
Наши уважаемые эксперты, конечно же, будут награждены благодарностью от Коми Республиканского института развития образования, так как они всегда поддерживают все конкурсы и поддерживают ту инициативу, которую проявляют их коллеги в Республике Коми. Критерии оценки вы уже знаете, и мы об этом говорили, а сейчас я бы хотела приступить к оглашению победителей. Итак, в номинации «Тематические классные часы», посвященные образовательным событиям, приуроченным к государственным национальным праздникам Российской Федерации в Республике Коми, возрастной категории для обучающихся 1-4 классов, а всего было заявлено 13 разработок в данной номинации по данной возрастной категории. Победителем стала у нас, получается, Турбина Инна Михайловна, с чем мы ее и поздравляем. Инна Михайловна представляет муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия номер 2 города Инты. Далее. Второе место в данной номинации заняла Казакова Надежда Николаевна. Надежда Николаевна представляет город Усинск, муниципальное бюджетное образовательное учреждение, средняя образовательная школа номер 5. Второе также место в связи с тем, что были набраны, по мнению экспертов, одинаковое количество баллов, обе разработки были равны по своей методической направленности, да, и потенциалу. Второе место также разделяет с Надеждой Николаевной Тамара Владимировна Паршукова, которая представляет муниципальное общеобразовательное учреждение Кипаньольская средняя общеобразовательная школа, с чем мы ее также поздравляем. Третье место в данной номинации у нас принадлежит Гусейновой Светлане Игоревне из муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа номер 39 имени Георгия Александровича Чернова. Поздравляем от души, и я знаю, что у нас Светлана Игоревна должна к нам подключиться. Светлана Игоревна, можно вас услышать? Здравствуйте. Здравствуйте, меня слышно? Здравствуйте, Светлана Игоревна, нас прекрасно слышно, замечательно. Очень рады и поздравляем вас от души с победой и с третьим местом в данной номинации, потому что на самом деле конкурс был очень такой, по баллам очень близкий, и вот совсем небольшая разница дала те места, которые вот заслужили самые лучшие методические разработки в данной категории. Расскажите, пожалуйста, о своей школе и о том, какую методическую разработку вы представили на конкурс. Спасибо. Добрый день, уважаемые организаторы конкурса, участники, победители. Меня зовут Гусейнова Светлана Игоревна. Я учитель начальных классов школы номер 39 города Воркуты, являюсь классным руководителем 4 А класса. На конкурс мной была представлена методическая разработка сценария мероприятия на тему «Коренной народ Республики Коми». Форма реализации мероприятия – это квест и игра. Каждая команда получила свой маршрут, дети с интересом выполняли задания на каждой станции. И если время оставалось на станциях, то ребята с организаторами играли в коми-игры. Большой интерес вызвала станция «Кухня коренного народа», на которой учащиеся должны были, используя онлайн-переводчик, перевести рецепт кулинарного блюда. В данном случае это был коми-борщ. Итоги были подведены в актовом зале, все команды получили дипломы победителей, призеров, а также памятные подарки. На что вдохновила ребят данная игра? После мероприятия дети подходили с предложениями, они придумывали названия станций, также задания. Например, вот они придумали такое название «Станция игровая», на которой можно играть только в коми-игры. И предложили также продолжить станцию «Кухня коренного народа» приготовлением блюда национального. И данный сценарий я рекомендую для учителей и учителям начальных классов, 4 классов, потому что такой материал сложноватый, поэтому можно также реализовывать его и в 5 классах, если пожелают учителя. Спасибо. Спасибо огромное, Светлана Игоревна, за то, что так интересно и эмоционально представили свою методическую разработку. Напоминаю уважаемым участникам конкурса и тем, кто будет пользоваться авторскими разработками, которые будут представлены на портале «Календарь образовательных событий», что у вас такая возможность будет. Поэтому наши учителя начальных классов, классные руководители станут богаче на такую замечательную разработку, которую предложила Светлана Игоревна. Здорово.
Итак, приступаем к оглашению победителей следующей номинации. Дипломы, да, уважаемые коллеги, дипломы подготовлены. Мы хотели их делать только в электронном виде первоначально, но решили, с Галиной Владимировной приняли такое решение, что бумажный вариант, да, такие красивые, с печатями, с подписью, все-таки наполнят более весомо портфолио наших классных руководителей. Как сказала Галина Владимировна, вопросы воспитания сейчас все-таки встали, да, на первый план во всех образовательных организациях. Поэтому вот такой диплом будет украшать ваше портфолио в том числе. С коллегами из районов, муниципалитетов мы эти дипломы для портфолио вам обязательно передадим. Итак, следующая номинация – тематические классные часы, посвященные образовательным событиям, приуроченным государственным национальным праздникам Российской Федерации и Республики Коми возрастной категории для обучающихся 5-9 классов. Примечательно, что в этой номинации также было представлено 13 разработок. Вот, и у нас первое место в данной номинации возрастной категории заняла Стефанова Лариса Михайловна, которая представляет Государственное общеобразовательное учреждение Республики Коми, Республиканский центр образования, с чем Ларису Михайловну поздравляем. Второе место заняла коллега Мазанова Ольга Юрьевна, Государственное общеобразовательное учреждение Республики Коми, Республиканский центр образования, действительно дал большое количество интересных и ярких методических разработок. Вот, в частности, Ольга Юрьевна предоставила 3 занимательные методические разработки, которые высоко оценили наши эксперты. На третьем месте у нас педагог из Сосногорска, это Зверева Елена Анатольевна. Она представляет муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия при главе муниципального района Сосногорск». Елена Анатольевна к нам хотела присоединиться, но там возникли технические небольшие неполадки, поэтому она сегодня нас смотрит в режиме онлайн, так скажем. На третьем месте также у нас по количеству баллов, да, разделяет с Еленой Анатольевной 3-е место Рочева Ирина Васильевна, которая представляет город Печора, муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа номер 2 имени Стенина. Также на 3-м месте по одинаковому количеству баллов, по мнению экспертов, у нас попадает разработка Тюрниной Анны Валерьевны, которая представляет Чернутьевскую среднюю общеобразовательную школу, с чем мы Анну Валерьевну также поздравляем. Мы очень рады, коллеги, что вам передадим дипломы и также их представим в электронном виде на ваши электронные адреса. Данные методические разработки также пополнят портал «Календарь образовательных событий» для классных руководителей Республики Коми. Что ж, первым местом мы еще раз хотим поздравить Ларису Михайловну. Вот такой диплом ожидает ее в Коми Республиканском институте развития образования и всех победителей в данной категории. Далее, следующая номинация у нас имеет отношение прежде всего к событиям истории и культуры Российской Федерации и Республики Коми. Возрастной категории для старшеклассников, да, по образовательным событиям, к сожалению, разработки, по мнению экспертов, не набрали тот балл, который мог бы позволить участникам, а участников было всего 2, претендовать на место в данном конкурсе. Но мы очень рады участию педагогов и выражаем им огромную благодарность. В номинации «Тематические классные часы, посвященные памятным датам и событиям истории и культуры Российской Федерации и Республики Коми» возрастной категории для обучающихся 1-4 классов у нас побеждает Исхакова Ольга Анатольевна. Ольга Анатольевна у нас сегодня на связи будет, замечательно. Она представляет муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа номер 35 с углубленным изучением отдельных предметов города Воркуты. Ольга Анатольевна, мы вас хотим услышать. Если можно, поделитесь с нами, пожалуйста, своей историей, своей разработки, ее реализации на практике и той обратной связью, которую вам дали ваши обучающиеся. Ольга Анатольевна, извините, просим вас подключиться. Здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рада таким результатам высоким. Я, безусловно, не ожидала, что так высоко оценят мою работу. Я являюсь учителем начальных классов средней общеобразовательной школы номер 35 с углубленным изучением отдельных предметов города Воркуты.
В этом году я осуществляю классное руководство в 1 классе. На конкурс была представлена мной разработка, посвященная 60-летию полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина. Она так и называлась «День космонавтики. Гагаринский урок». Рассчитана она для учащихся 3 класса, но с учетом определенных доработок содержания, возможно ее применение и в 4 классе тоже. На самом деле идея этого занятия у меня появилась еще несколько лет назад и нашла логическое продолжение в этом году, так как была связана с юбилейной датой. Цель самого занятия – это познакомить с документальными фактами, сопровождающими полет Юрия Алексеевича Гагарина в космос. И учащиеся эту цель успешно достигают в процессе собственной активной познавательной деятельности. Во время самого занятия учитель является только координатором, руководителем, скажем так. Но было приятно, что мое мероприятие имело и воспитательный потенциал достаточно большой. Дело в том, что в содержание самого занятия были включены видеофрагменты и также аудиозаписи, которые, по всей видимости, оказали такое достаточно значительное воздействие на учащихся. Дело в том, что после проведения мероприятия был организован конкурс рисунков. Так вот, на этом конкурсе учащиеся рисовали не просто портреты Юрия Алексеевича Гагарина, они рисовали ситуации, которые, на мой взгляд, отражали как раз те трудности, те возможные испытания и психологические, и физические, которые предшествовали первому полету Гагарина в космос. И также отголоски этого мероприятия преследовали нас еще в 4 классе, потому что во время выполнения проектов, как индивидуальных, так и групповых, и во время написания некоторого рода сочинений, которые тоже были связаны с понятием мужества, сила, имя Юрия Алексеевича Гагарина тоже присутствовало неоднократно. Поэтому, мне кажется, это, безусловно, свидетельство тому, что за воспитательный потенциал у моего мероприятия есть. От себя хотела бы порекомендовать, чтобы другие классные руководители ознакомились с моей разработкой. Безусловно, специфика, особенности классных коллективов абсолютно разные, поэтому ее можно адаптировать уже с учетом тех возможностей, способностей, которыми обладают учащиеся, а также учитывать свои психологические возможности, потому что не каждую методическую разработку разные учителя могут ее преподнести абсолютно по-разному. Возможно, она кого-то вдохновит на создание каких-то других разработок, которые будут также полезны окружающим. Большое спасибо. Спасибо огромное, Ольга Анатольевна. Мы вас от души поздравляем. Замечательно, что наш методический портал пополнила еще и эта разработка, которая будет действительно помогать, так как гагаринские уроки у нас сейчас проходят, да, вот весь апрель, да, в общеобразовательных организациях и не только. Что ж, продолжим. Также 1 место в данной номинации заняла Суворовцева Марьяна Александровна, которая представляет город Емву и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение, средняя общеобразовательная школа номер 1. 2 место у нас досталось по небольшому действительно разрыву в баллах, там буквально в балл у нас были разрывы у победителей, поэтому действительно очень достойные методические разработки, которые порадуют наших педагогов. Балашенко Светлана Анатольевна, она представляет муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Зеленецкая средняя школа. Я очень рада, Светлана Анатольевна, что вы сегодня с нами на связи. Светлана Анатольевна, пожалуйста, присоединяйтесь к нам, да. Добрый день, уважаемые участники сегодняшней встречи. Я представляю среднюю общеобразовательную школу села Зеленец Токтывдинского района, являюсь классным руководителем 3 Б класса. Классный час, представленный мною на конкурсе, называется «Урок доброты». Посвящен он Международному дню инвалида, который отмечается 3 декабря. Рекомендуемый возраст для участия в мероприятии ученики 3-4 классов. На разработку и проведение классного часа меня натолкнули ситуации школьной жизни. В нашей школе обучается 11 ребят с ограниченными возможностями здоровья. Один из них учится в нашем классе. Я стала замечать смешки в его адрес, видела, как ребята иногда дразнили его.
и поняла, что нужно что-то делать, чтобы дети поняли, что нельзя обижать или игнорировать человека, если его внешний вид, поведение или речь отличаются от привычных. После обыгрывания во время классного часа практических ситуаций, связанных с повседневной жизнью особенных детей, с их взаимоотношениями с другими людьми, ученики делились своими чувствами, говорили, что поняли, как нелегко бывает таким детям, особенно если их не поддерживают. Не видно было ни одного равнодушного лица, а на сердечках, которые мы собрали в копилку добрых дел, все написали много теплых слов и пожеланий ребятам с ограниченными возможностями здоровья. С тех пор насмешек в адрес особенного мальчика я не видела. На переменах и после уроков ребята стали больше с ним общаться. Я рекомендую данный классный час к проведению в начальной школе, потому что он затрагивает души детей и формирует доброжелательные отношения ко всем людям. Спасибо за внимание. Спасибо вам большое. Ой, даже сама волнуюсь, Светлана Анатольевна, огромное спасибо, потому что действительно это очень важно, что такая разработка присутствует и что такая разработка станет помощником для наших классных руководителей в начальной школе. Также второе место со Светланой Анатольевной разделяет Капустина Ольга Николаевна. Ольга Николаевна представляет гимназию иностранных языков города Ухты. Ольга Николаевна сейчас также присутствует с нами на связи, и мы Ольгу Николаевну приглашаем к нам в эфир. Да, я представляю гимназию иностранных языков города Ухты, являюсь классным руководителем второго класса. На конкурс я прислала методическую разработку классного часа, посвященной Великой Отечественной войне, 900 дней Победы. В нашей гимназии в прошлом году проводился образовательный проект «Все для фронта, все для победы». И каждый классный руководитель проводил какое-то мероприятие. Ребят вдохновил этот классный час на поиск информации о своих героях, о своих родственниках, родных, знакомых, кто жил, кто воевал, кто, может быть, погиб не только при защите Ленинграда. И, конечно же, для реализации не только классного образовательного проекта, но и гимназического проекта «Мой дед герой». Я предлагаю и рекомендую воспользоваться моим классным часом не только начальной школе, но и всем учителям всех возрастов, для детей всех возрастов. Спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо, Ольга Николаевна. Очень приятно, что вот есть такая возможность представить свою разработку и эмоционально поделиться теми особенностями, которые были вот при реализации на практике именно вот данного классного часа вами, так скажем, увидены, да, подмечены, и которыми вы с нами поделились. А третье место в данной номинации у нас занимает город Вуктыл. Очень приятно. Не часто у нас гостями бывают из города Вуктыла педагоги. Елена Анатольевна, мы очень рады, что вы с нами. Слободян Елена Анатольевна представляет муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа номер 2 имени Кравченко города Вуктыла. Елена Анатольевна с нами на связи. Елена Анатольевна, можно вас услышать в эфире и расскажите нам, пожалуйста, подробности проведения классного часа. Всем добрый день. Я представляю среднюю общеобразовательную школу номер 2 имени Геннадия Викторовича Кравченко, город Вуктыл. Являюсь классным руководителем 4 А класса. На конкурс я представила методическую разработку знатоки родного края в виде интерактивной презентации. Классный час проходил в форме интеллектуальной игры. Классный час прошел очень оживленно, интересно. Ребятам понравилась игра. Без, наверное, скромности скажу, что понравилась она и мне. Подводя итоги игры, ребята отметили, что на многие вопросы, которые были в игре, они смогли ответить благодаря знаниям, которые они приобрели в ходе изучения такого предмета, как край, в котором я живу.
Классный час мотивировал учащихся на творчество. Некоторые ребята создали кроссворды, викторины и даже интерактивная презентация была на тему «Моя малая родина». Считаю одним из достоинств данной методической разработки это то, что это готовый к использованию ресурс, не требующий какой-то дополнительной подготовительной работы от педагога, что называется «возьми и проведи». А рекомендую я провести данную игру в 4 классах, хотя можно, мне кажется, провести в 5 классах данную игру как закрепление. Так что, уважаемые коллеги, если кто-то из вас воспользуется моей методической разработкой, буду признательна и очень рада. Желаю всем творческого вдохновения, конечно же, здоровья, а нашей республике процветания. Спасибо. Спасибо вам большое, Елена Анатольевна, спасибо, замечательно. Мы вас от души тоже поздравляем. Здорово. Вот на самом деле, уважаемые коллеги, вот между победителями разница совсем небольшая, буквально в балл практически во всех номинациях. Поэтому я на самом деле и говорю о том, что все, вот, кто выделен, это прежде всего победители конкурса методических разработок. Спасибо вам огромное за подключение, за участие и за то, что вы пополнили копилку нашего портала для всех классных руководителей Республики Коми. Что ж, а вот такие дипломы ожидают наших победителей за 1, 2, 3 место, в том числе и в бумажном варианте, да, для пополнения портфолио. Что ж, а мы приступим к оглашению следующей номинации. Это номинация «Тематические классные часы», посвященные памятным датам и событиям истории и культуры Российской Федерации Республики Коми, возрастной категории для обучающихся 5-9 классов. И первое место в данной номинации, данной возрастной номинации, у нас заняла Михайлова Надежда Юрьевна, которая представляет село Гам, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение, средняя общеобразовательная школа имени Батиева. Мы от души поздравляем Надежду Юрьевну с абсолютной победой в данной номинации на нашем конкурсе. Второе место между собой делят Дуркина Ирина Яковлевна, которая представляет Усть-Цильму, государственное общеобразовательное учреждение Республики Коми, специальная коррекционная школа-интернат номер 14, и Виктория Егоровна Вунина, муниципальное общеобразовательное учреждение гимназии иностранных языков города Ухты. Мы очень рады, Виктория Егоровна, что вы с нами на связи и хотели бы представить вам слово, услышать вас, увидеть. Вы нам рассказали о своей методической разработке. Здравствуйте. Добрый день. Я являюсь классным руководителем 8 класса гимназии иностранных языков города Ухты. В прошлом году я проводила мероприятие, посвященное 75-летию Победы. Называется оно «Уроки надежды». Почему надежды? Потому что надежда – это то, что дает веру в будущее. На этом классном часу ребята узнали о жизни детей в годы войны, о том, как они учились и как проходили занятия в школе. На какие дела сподвигла данная работа? Ну, во-первых, ребята с огромным удовольствием изъявили желание провести классный час для учащихся 5 и 6 класса. У нас класс был поделен на несколько лекторских групп, и они проводили информационную работу в 5 и 6 классе, рассказывали какое было образование в годы Великой Отечественной войны. Также нынешние уже учащиеся моего класса 8-го являются участниками волонтерского объединения гимназии «Волонтеры Победы», руководителем которого я являюсь. Ну, конечно же, рекомендую классный час всем коллегам, то есть об образовании в годы Великой Отечественной войны можно рассказать не только в среднем звене, но и в начальных классах. Спасибо. Спасибо огромное еще раз
Спасибо большое. У нас, конечно, город Ухта, гимназия иностранных языков, молодцы, представили несколько разработок. Еще раз поздравляем вас, Виктория Егоровна. И сейчас хотелось бы огласить следующих победителей. Да? 3-е место в данной номинации досталось Светлане Александровне Макеевой, село Лойма, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение, средняя общеобразовательная школа, с чем мы ее и поздравляем. Также 3-е место досталось Ральченко Татьяне Филипповне, которая представляет город Инту, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение, лицей номер 1. Также 3-е место по количеству баллов, тут одинаковое количество баллов набрали все методические разработки, вот занявшие 3-е место в данной номинации. Досталось Ольге Владимировне Багровой, которая также представляет муниципальное общеобразовательное учреждение гимназии иностранных языков города Ухты. И мы очень рады, что Ольга Владимировна имеет возможность там также присоединиться и рассказать о своей методической разработке, поделиться теми впечатлениями, тем обменом энергии, который она получила на классном часе в своем классе. Здравствуйте, меня зовут Багрова Ольга Владимировна, я являюсь классным руководителем 10 класса гимназии иностранных языков города Ухты. В прошлом году в рамках общеобразовательного проекта «Все для фронта, все для победы», который проходил в нашей гимназии, мною был проведен классный час, который называется «Плакаты Победы». Этот классный час я проводила на учащихся 9 класса. И хочу отметить, что ребят на самом деле очень заинтересовала эта тема. Они с большим удовольствием, с большим интересом изучали как художественную сторону, да, плакатов, так и тот смысл, который был вложен в изображение плакатов разных этапов войны. Значит, то, что касается итогов данного классного часа, ребятами был сделан коллаж из тех плакатов, которые они выбирали сами. То есть наше занятие вдохновило их на такую работу. И я могу порекомендовать данный классный час, наверное, начиная даже с 8 класса и до 11. Я думаю, что ребятам будет интересно и будет несложно. Если его адаптировать, то для ребят с 5 по 7 класс, я думаю, тоже можно применить эту идею. Спасибо. Спасибо огромное, спасибо, Ольга Владимировна. И также 3-е место заняла еще Язева Татьяна Валерьевна, средняя общеобразовательная школа Кожвы, да, муниципальное общеобразовательное учреждение представляет. Но я вернусь ко 2-му месту, да, в нашей сегодняшней номинации. Ирина Яковлевна, извините, эмоционально тоже реагирую. Очень рада, что состоялся данный конкурс, очень рада вас видеть и слышать. И даже вот запуталась, немножко пропустила, да, вас. Устильма сегодня у нас на связи. Ирина Яковлевна нашла возможность к нам присоединиться. Дуркина Ирина Яковлевна представляет государственное общеобразовательное учреждение Республики Коми, специальная коррекционная школа, интернат номер 14, село Усть-Цильма, и она к нам сейчас присоединится и поделится теми впечатлениями и эмоциями, которые она получила, проводя свой классный час в своей организации, которая непростая, заметьте, организация. Ирина Яковлевна, мы ждем вашего подключения. Добрый день, уважаемые организаторы конкурса, коллеги. Меня зовут Ирина Яковлевна Дуркина, я работаю учителем государственного общеобразовательного учреждения Республики Коми, специальная коррекционная школа-интернат номер 14 села Усть-Цильма. Я являюсь классным руководителем 7 класса. На конкурс «Календарь образовательных событий» представлена методическая разработка мероприятия «Флора и фауна Республики Коми», посвященная столетию Республики Коми. Форма занятия – эко-квиз. Ни для кого не секрет, что цель мероприятия – это конечный результат, к которому стремится педагог в системе воспитательной работы. Проведенный эко-квиз оказал положительное влияние на коллектив детей. Обучающиеся в ходе занятия были максимально активны, так как была проведена, как показал результат, эффективная предварительная работа. Создана доброжелательная атмосфера, использовались различные виды деятельности, созданы условия для общения детей на основе сотрудничества. С опорой на фразу «я узнал, что» дети сделали свои личные выводы о полученных знаниях и их важности в повседневной жизни каждого.
После мероприятия дети с педагогами возвращались к этой теме, высказывали свое мнение об увиденном и услышанном. Обучающимся еще больше хотелось узнать о флоре и фауне Республики Коми, а также о профессии низдрильщика, который умело обрабатывал шкуры ценных животных. Мероприятие способствовало развитию у детей с ограниченными возможностями здоровья, бережливого отношения к экологии и повышения интереса к природоохранной деятельности. Я рекомендую провести данное занятие в ваших школах, адаптировать и провести. В методической разработке приложены все материалы для проведения мероприятия, презентации, видео, информационные листы, грамоты, благодарности и другие материалы. И в завершении своего выступления хочется выразить слова благодарности организаторам конкурса за высокую оценку моей работы, а также коллегам за представленный опыт. Для меня удовольствием стала работа с вами. Этот опыт стал огромным зарядом энтузиазма для моей дальнейшей профессиональной деятельности. Всем успехов и удачи! Спасибо за внимание. Спасибо огромное, Ирина Яковлевна, очень эмоционально, тоже так приятно, да, такая приятная церемония награждения, очень приятно, когда вот награда находит своих героев, потому что на самом деле классные руководители, они герои в своей школе, и каждый день они помогают ребятам и вот выступают именно такими проводниками, да, ребят во взрослую жизнь. Что ж, следующая номинация. Следующая номинация у нас представлена для обучающихся 5-9 классов. Номинация «Тематические классные часы», посвященные памятным датам и событиям истории и культуры Российской Федерации и Республики Коми. К сожалению, педагоги в данной номинации не смогли сегодня подключиться к нам, потому что у них уроки отзвонились, многие позвонили, предупредили, что пожелания теплые передали всем участникам, вот, но подключиться не могут, так как у многих уроки идут в это время. А мы с удовольствием объявим тех, кто далее будет у нас, вот дипломы ожидают, да, далее будет у нас представлен в номинации для обучающихся 10-11 классов. Итак, первое место в номинации «Тематические классные часы, посвященные памятным датам и событиям истории и культуры Российской Федерации и Республики Коми, возрастной категории для обучающихся 10-11 классов» заняла Мария Николаевна Тюнькова, которая представляет, классный руководитель, который представляет государственное профессиональное образовательное учреждение Сыктывкарский торгово-технологический техникум. Очень приятно, что профессиональные образовательные учреждения также подключились к нашему конкурсу, потому что классные руководители профессиональных образовательных учреждений на самом деле несут не меньшую ответственность, да, и когда вот есть возможность представить свою работу, есть возможность поучаствовать в профессиональном конкурсе, это всегда приятно и радостно. Мария Николаевна, мы вас с удовольствием поздравляем, и знаете, что вас ожидает вот такой вот замечательный диплом и ваших коллег в Коми Республиканском институте развития образования. Второе место в данной номинации и возрастной категории для обучающихся 10-11 классов занимает Лопатченко Зинаида Дмитриевна. Зинаида Дмитриевна представляет муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей номер 1 города Инты. Спасибо огромное городу Инте, тоже очень много методических разработок было представлено на конкурсе. Второе место Зинаиды Дмитриевны также разделяет по количеству баллов, по мнению наших уважаемых экспертов, Людмила Павловна Хабарова. Людмила Павловна представляет также государственное профессиональное образовательное учреждение Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени Куратова. Спасибо огромное, Людмила Павловна, что нашли возможность и поучаствовали в нашем конкурсе, представив методическую разработку для старшеклассников. Третье место в данной номинации возрастной категории для обучающихся 10-11 классов занимает Наталья Равильевна Логиновская, классный руководитель и практик, который представляет государственное общеобразовательное учреждение Республики Коми, Республиканский центр образования. Республиканский центр образования также поставил на конкурс
достаточное количество интересных, ярких методических разработок, которые с удовольствием будут использовать в своей практике классные руководители образовательных организаций Республики Коми. Вот такие вот дипломы ожидают нашего победителя и победителей также за 2-е и 3-е место. От души поздравляем всех наших педагогов. И для всех участников мы предлагаем для скачивания вот такие сертификаты участников республиканского конкурса методических разработок «Календарь образовательных событий». Ссылка, которая здесь указана, актуальна. То есть для всех участников, представивших свои разработки, приготовлены вот такие вот электронные сертификаты, которые можно также скачать и приложить к портфолио при аттестации в том числе и при так сказать, презентации своих профессиональных достижений. Уважаемые классные руководители, уважаемые педагоги, мы с удовольствием объявляем о завершении 1-го конкурса методических разработок «Календарь образовательных событий». Поздравляем всех победителей, поздравляем всех классных руководителей Республики Коми, потому что наш портал пополняется уже региональными методическими разработками, которые будут помощниками для классных руководителей нашей республики. Я вам желаю, уважаемые классные руководители, уважаемые победители, успехов профессиональных, творческих побед, ярких событий, которые связывают вас с вашими обучающимися, действительно поднимают престиж вашей образовательной организации и действительно становятся той точкой опоры, которая поддерживает классных руководителей, творческих людей, без сомнения, ярких, которые вот не щадят себя, творят, реализуют на практике интересные проекты и проводят замечательные, классные часы. Спасибо вам огромное, спасибо всем участникам. Я вам желаю вот такого же настроения и хорошего, прекрасного летнего отпуска, чтобы набраться новых сил и насыщать событиями жизнь образовательной организации. Поздравляю всех директоров, в том числе ваших образовательных организаций, за то, что такая честь выпала вашей образовательной организации, потому что такие педагоги приняли участие в данном конкурсе и одержали в нем победу. Спасибо вам огромное. Мои аплодисменты для вас, я думаю, вам хлопают сейчас у экранов и наши классные руководители. Всего доброго, новых побед, до новых встреч, друзья. До свидания.